Едем дальше. Снежники отступают. Нас окружают спокойные пейзажи сельского быта. Местные жители – большие труженики. Держат много скота, запасают сено, возделывают землю. Но выше крестьянских домов, на склонах гор, можно заметить старинные боевые башни. Некоторые из них разрушены временем, некоторые почти целы. Останавливаемся в ауле Хурзух. Здесь нас интересует Кадау-Таш, заветный камень карачаевцев. По преданию, он обладает большой обережной силой. Черный шероховатый камень лежит недалеко от дороги на видном месте, огорожен цепью. Разговариваем с местными жителями. Один из аксакалов, Султан Газиев, согласился ответить на вопрос о камне. Это как бы неизвестно. Эта легенда очень старинная. Но в нем точно ничего не доказывается. Ничего не доказывается. Другой сторожил говорит, что несколько таких камней он видел в разрушенных башнях. Откуда они взялись, тоже не знает. Мы сами начинаем испытывать странное непривычное волнение рядом с камнем. Его энергетика чувствуется даже на расстоянии. Большинство говорят, что он небесного происхождения камень. Многие специалисты говорят, что он вулканического происхождения, что именно при извержении вулкана этот камень упал. Но то, что он действительно упал с неба, это однозначно. У нас этот камень называют Карачайна Кадау-Таше по-нашему. Что это значит в переводе? Это, в переводе это, можно как сказать, как символ, охраняющий карачаевцев.